Приветствую вас, мои маленькие друзья! Вы удобно уселись у своих телевизоров? Все ли готовы познакомиться с нашими героями? Думаю, вы все закричали «Да!». Отлично, ребята! Сегодня мы поведаем вам о лягушонке, который смог помочь птице. Как же так, спросите вы? Разве может лягушонок помочь птице? Ведь птицы летают высоко, а лягушонок летать-то не умеет. Но не торопитесь делать выводы. Порой, когда хочешь кому-то помочь, даже невозможное становится возможным. А как именно, мы с вами сейчас и узнаем, посмотрев нашу сказочную историю. На берегу реки прыгал лягушонок. Он прыгал и пел свою песенку. Прыг-скок, прыг-скок, я маленький лягушонок. Хоп-хоп, прыг-скок, люблю скакать и прыгать. Услышав эту песенку, к лягушонку подошел маленький черепашонок и сказал: «Лягушонок, лягушонок, я услышал твою песенку и решил прийти к тебе, потому что мне очень нужна твоя помощь. Ты видишь вон те деревья?» Лягушонок ответил ему: «Да, конечно, я вижу эти деревья. Ты, главное, успокойся и расскажи, что случилось с ними». «С деревьями-то все в порядке. Там птичка», — сказал черепашонок. Тогда лягушонку стало еще интереснее и захотелось поскорее узнать, что случилось и что с ней. Тогда черепашонок продолжил свой рассказ. У птички поранено крыло, и она не может летать. Лягушонок очень расстроился. Чем же я смогу ей помочь? Тогда черепашонок рассказал лягушонку, что нужно делать. «Ты так хорошо прыгаешь, возможно, тебе удастся допрыгнуть до ветки, где сидит птичка. Мой дедушка приготовил для нее лекарство. Я думаю, ты сможешь помазать ее ранку». Лягушонок удивился. «Твой дедушка приготовил лекарство?» «Да, дедушка приготовил. Он хотел было сам прийти на помощь, но не смог». «Почему он не смог прийти?» – поинтересовался лягушонок. «Потому что сейчас он помогает другим больным. 2 козленка решили пободаться на мосту, и теперь им нужна помощь. Он сказал, пока его нет, можно помазать ранку этой мазью», – ответил черепашонок. Тогда лягушонок сказал: «Да, я понял тебя. Давай, пойдем туда вместе. Посмотрим, смогу ли я чем-то помочь». Так черепашонок и лягушонок отправились в путь. Добравшись до дерева, они окликнули птичку снизу. «Птичка, птичка, не волнуйся, мы пришли тебе помочь». Птичка очень обрадовалась этому. Она бы непременно взлетела поприветствовать их, если бы не ее пораненное крылышко. «Чик-чирик, чик-чирик, неужели вы пришли сюда из-за меня? Скажите мне скорее, чем вы мне можете помочь?» Лягушонок рассказал ей, что они хотят сделать. «Сначала я попробую допрыгнуть до тебя. После того, как я это сделаю, помажу твое крылышко». Птичка очень обрадовалась. Птичка и черепашонок начали считать. На счет 3 лягушонок должен был прыгнуть на ветку. 1, 2, 3. Но лягушонок почему-то не прыгнул. Черепашонок спросил: «А почему ты не прыгнул? А можно вы мне не будете считать? Потому что я начинаю волноваться, когда вы считаете», — сказал лягушонок. Тогда они перестали считать, а лягушонок начал прыгать. Он прыгнул, но не смог допрыгнуть до ветки. Он прыгнул еще раз и смог допрыгнуть только до нижней ветки. Он прыгнул снова и, наконец, оказался на одной ветке с птичкой. Он смог помазать мазью раненое крылышко. К этому моменту подоспел дедушка черепашонка и пояснил, как пользоваться этой мазью. «Эту мазь ты должна мазать каждый день. К тому же тебе нужен покой в течение нескольких дней. Побудь пару дней в гнезде.
на что птичка радостно прочирикала: «Чик-чирик! Спасибо тебе, дедушка!» Друзья отправились домой, радуясь тому, что смогли помочь. Они решили каждый день навещать птичку, не желая оставлять ее в одиночестве. Но в один прекрасный день они не увидели птичку на ветке. Лягушонок начал прыгать вокруг дерева, а черепашонок, вытянув свою шею, стал осматриваться вокруг, надеясь найти птичку. Однако птички нигде не было. И тут они услышали, что кто-то подлетел к ним, а затем послышалось громкое щебетание. Чик-чирик! Черепашонок и лягушонок очень обрадовались, ведь это была та самая птичка. Ее крылышко зажило, и теперь она снова могла летать. Она радостно прощебетала: «Смотрите, ребята, теперь я вновь могу летать. Вы всегда были рядом, пока мое крылышко болело. Я даже и не знаю, как мне вас отблагодарить?» На что лягушонок, улыбнувшись, ответил: «Самое главное, что ты здорова. Это самое важное для нас». И черепашонок согласился с ним. «Давайте немного поиграем. Кто будет соревноваться со мной?» Лягушонок и птичка с удивлением посмотрели на него. «Да, я понимаю, что я не могу летать и прыгать, как вы. А знаете ли вы, что я смог обогнать зайца?» И тут все громко расхохотались, а потом отправились все вместе погулять. То они бежали на перегонки, то просто шли все вместе и рассказывали друг другу интересные истории. Вот так благополучно закончилась и эта история. Помогать можно и нужно всегда и везде. Ведь главное – это ваше благое намерение и искреннее желание, мои дорогие друзья. И тогда всегда найдется решение любой проблеме. На сегодня это все, о чем мы вам хотели рассказать, мои дорогие. Сегодня мы прощаемся с вами, а совсем скоро вновь встретимся с вами на телеканале Хузур ТВ в программе «Сказка снов».